Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Тойр Пиров. Сегодня во Дворце нации основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, принял министра обороны Китайской Народной Республики господина Вэй Фэнхэ, находящегося с официальным визитом в Таджикистане. В ходе встречи стороны обсудили различные аспекты отношений дружбы и сотрудничества между Таджикистаном и Китаем в формате всестороннего стратегического партнерства. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, отметив позитивную динамику развития таджикско-китайских политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, взаимодействие в области обороны и безопасности, назвал важным вектором отношения двух соседних стран. Было подчеркнуто, что совместная борьба с терроризмом и экстремизмом, сепаратизмом, транснациональной организованной преступностью, в том числе незаконным оборотом наркотиков, киберпреступностью и другими угрозами является актуальным направлением сотрудничества сторон в сфере безопасности. В этом контексте стороны обсудили пути укрепления связей в этой сфере и высказались за дальнейшее наращивание эффективных партнерских отношений двух стран, как на двусторонней основе, так и в рамках международных и региональных структур многостороннего взаимодействия. В ходе встречи стороны также состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Особое внимание было уделено текущей военно-политической ситуации в Афганистане и перспективе ее развития. В этом контексте глава нашего государства с тревогой высказался о критическом развитии обстановки в этой соседней стране, в том числе в приграничных с Таджикистаном регионах, а также проинформировал министра обороны Дружественного Китая о мерах, принимаемых Таджикистаном для укрепления охраны таджикско-афганской границы, а также своего оборонного потенциала в целом. Стороны отметили, что резкое ухудшение военно-политической ситуации в северных и северо-восточных районах Афганистана приводит к росту напряженности и отрицательно сказывается на общем положении с обеспечением региональной безопасности. Также указали на важность продолжения тесной координации между соответствующими службами и профильными ведомствами двух стран. Стороны также отметили важность всестороннего содействия продвижению межафганского переговорного процесса. Другим темам. В Душанбе прошла 4-я Центральная азиатская конференция по вопросам изменения климата 2021. Основная тема конференции – это интеграция усилий стран региона, чтобы не допустить рост средней глобальной температуры более чем на 1,5 градуса. В Душанбе завершилась двухдневная 4-я Центральная азиатская конференция по вопросам изменения климата, которая проходила в комбинированном формате онлайн и офлайн. Основная тема конференции – интеграция усилий стран региона, чтобы не допустить рост средней глобальной температуры более чем на 1,5 градуса. Участники – руководители государственных органов охраны окружающей среды стран Центральной Азии, представители неправительственных организаций, академических учреждений, молодежных групп климатических действий, эксперты международных организаций обсудили разработанные на национальном уровне климатические стратегии, а также ход реализации Парижского соглашения по климату и финансирование проектов по защите окружающей среды. По мнению участников мероприятия, ухудшают климатическую ситуацию в первую очередь вредные промышленные выбросы в атмосферу. Решить вопрос поможет переход на возобновляемые источники энергии. Было отмечено, что необходимо искать адаптационные механизмы, приспосабливать их к условиям стран Центральной Азии, внедрять их в жизнь, чтобы смягчить все последствия, которые происходят сегодня в связи с изменениями окружающей среды. Напомним, что Центральная азиатская конференция по вопросам изменения климата организована Комитетом по охране окружающей среды Республики Таджикистан и региональным экологическим центром Центральной Азии при поддержке правительства Республики Таджикистан. Данная Душанбинская конференция приурочена к 20-летнему юбилею начала деятельности регионального экологического центра Центральной Азии. По данным ООН, с 2020 года от голода пострадали 811 миллионов человек, что на 161 миллион больше, чем в 2019 году. В Нигерии освобождены 28 школьников, которые были похищены боевиками 20 дней назад. В Европе из-за жары, превышающей норму в ряде стран, бушуют лесные пожары, а другие подверглись наводнениями.
Об этих и других событиях в мире более подробно вам расскажут в блоке зарубежных новостей. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы.